У мемориала погибшим сотрудникам МВД Чечни всегда горит вечный огонь. Совсем скоро на табличке появятся новые имена и фамилии 5 коллег, не вернувшихся с дежурства. Тот день для Грозного и республики был особенным. Город отмечал день рождения. Взрыв прогремел примерно в 5 вечера у рамок металлоискателей. Перед входом в зону концертного зала сотрудники полиции заметили подозрительного молодого человека. Его решили досмотреть и установить личность. Именно в этот момент, как выяснится позже, 25-летний Аптим Ударов привел взрывное устройство в действие. Самодельное взрывное устройство мощностью 400 грамм в тротиловом эквиваленте, изготовленное на основе 82-мм минометной мины. Фрагменты корпуса мины послужили поражающими элементами. На теле смертника было также обнаружено второе самодельное взрывное устройство мощностью около 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Следователь Руслан Хаджимусов показывает впервые фрагменты взрывных устройств. Если бы смертник в концертном зале привел бомбу в действие, жертв было бы в десятки раз больше. На видеозаписи камер наблюдения видно, что взрыв произошел именно у рамок металлоискателей. Полицейские предотвратили крупный теракт. Они подготовились, хотели, так сказать, испортить нам праздник, но благодаря нашим сотрудникам полиции они показали, что они стоят на страже и охраняют покой населения. Мы уничтожали и будем их уничтожать, где бы они ни находились, не только на территории Чеченской Республики, даже по миру. Это ваххабизм должны мы искоренить. В Ростовском юридическом институте в некоторых аудиториях особенно тихо. Преподаватели едва сдерживают грусть. Погиб один из лучших выпускников. Только этой весной Хамзат Аразмеев окончил вуз на отлично. После учебы поехал работать в Чечню. Самое большое качество, которое мне запомнилось, самое большое качество, это его скромность. Он был очень скромным, воспитанным человеком, который присуща, пожалуй, эта скромность многим ребятам, которые приехали из этого региона, из Чеченского. На улице имени Угрюмова в Грозном уже 3 дня не слышно звука полицейских УАЗов. Иса Хаджиев, как и его соседи, не могут поверить в случившееся. Их молодой новый участковый Хамзат уже не придет на работу. Для этой улицы он навсегда остался как герой. Такого парня, как Хамзат, мало будет, если искать. Добродушный был, отзывчивый был. Малейшее, значит, что-то не так, если позвонить. Он с другого края, значит, города. По возможности он бывал у нас. Но там же столько народу было. И они защитили столько много людей, сами погибли. В Чеченской Республике, как ни в одном другом регионе России, особенно уважают труд полицейских. В подтверждение этому в местном музее Министерства внутренних дел десятки стендов и фотографий. Этот посвящен награжденным полицейским орденом мужества. Как видно, здесь сотни фотографий. Все награждены посмертно. Профессия полицейского здесь еще в 90-е стала не только одной из самых опасных, но и престижных. Ради своей малой родины молодые люди шли служить в МВД. Сегодня в республике спокойно, но к профессии не исчез почет. Ветеран правоохранительных органов, выпускник Академии внутренних дел СССР Амар Паша Хакимов говорит, что имена героев, предотвративших последний теракт в Грозном, войдут в историю. Будучи работником органов внутренних дел 1966 года и по сегодняшний день, я прошел очень большой путь. 22 года в уголовном розыске. Я проработал опером, начальником, заместителем начальника МИИС, начальником МИИС, полковником ушел в отставку. Вот теперь, находясь вот такие вот вопросы, эти сотрудники сегодняшней полиции, или милиции прежде бывшие, они заслуживают очень большое уважение. О происшествии напоминают эти следы на тротуарной плитке. Как видно, она повреждена. Эксперты-криминалисты закончили здесь свою работу. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по 2 статьям: посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. Как видно, движение на перекрестке, где случилась трагедия, сейчас возобновлено. Увольняться из органов внутренних дел в Чечне полицейские после ЧП не собираются. Сотрудник полиции – одна из самых почетных и массовых в республике профессий. Люди с удовольствием идут в МВД. Почти у каждого чеченца в органах работает либо друг, брат или родственник. Аюб Дидиев показывает совместные фотографии. Именно его подчиненные пострадали при взрыве. И только самые добрые, самые горячие слова, как говорится, благодарности родителям, что таких воспитали детей. Потому что были очень грамотными в своей, как говорится, линии. Потому что по роду службы, как говорится, данные сотрудники
исполняли обязанности в разных службах. Многие из пострадавших уже готовы выйти на работу, чтобы охранять общественный порядок. Но врачи пока не пускают. 11 человек перевели из республиканской больницы в специальную медчасть МВД. Угрозы для их жизни никакой сегодня нет. Все лечебные мероприятия выполнены в полном объеме. Всем необходимым ресурсом в плане обеспечения медикаментов, перевязочного материала мы располагаем. Никаких вопросов с нехваткой не возникало. Значит, сегодня они будут все переведены в санчасть МВД. Следователи уже приступили к опросам своих полицейских коллег. Пока интервью с ними писать не стоит, но врачи за кадром признаются, что пациенты уже готовы к выписке. Главное, чтобы состояние здоровья пострадавших и дальше улучшалось. За ними будут наблюдать лучшие республиканские врачи. После пострадавших полицейских ждет курс реабилитации. Полицейских здесь действительно много, но не из-за необходимости, а из-за возрастающей популярности профессии. Сегодня в республике прошел праздник, посвященный Дню единения России и Чечни. Местные жители в майках цвета российского и чеченского флагов прошли по главным проспектам. Более 100 тысяч человек. Это как ничто другое подтверждает, что в городе все спокойно.